Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Ахяева и главные темы выпуска. Гражданская вовлеченность. Для народа надо, это для нас, для наших детей, для внуков, на всех надо. Еще раз пойдем голосовать. В селе Агишты провели опрос жителей. Сколько человек планируют проголосовать в выборах депутатов в местное законодательное собрание? Новый облик. В текущем году в городе Курчалой дважды становился победителем Всероссийского ежегодного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Курчаловском районе продолжаются работы по благоустройству. Подробнее о сроках завершения работ сегодня в выпуске. Аномальная жара. Причина жары – это из-за антициклона, который движется из Азии. Как пережить плюс 40 на термометре? Рекомендации от специалистов в нашем эфире. «21 ребенок из Шатойского района благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова был подготовлен к предстоящему учебному году. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в администрации муниципалитета прошла благотворительная акция «Собери ребенка в школу». В ее рамках дети погибших участников СВО, возвращенные из Сирийской Республики, а также дети-сироты получили рюкзаки со школьными и канцелярскими принадлежностями и конверты с денежными средствами. Все расходы взяла на себя Аймани Несиевна Кадырова. Сразу в двух селах Агишты и Джалка провели предварительный опрос жителей. Цель – узнать уровень осведомленности и вовлеченности людей в выборы депутатов в органы местного самоуправления. Подробнее в сюжете Натальи Депутатовой. Этот проект впервые запустил избирком Российской Федерации к единому дню голосования в сентябре. Новый цифровой сервис мобильной участковой избирательной комиссии позволяет информировать граждан о дне голосования. Это, по сути, предварительный опрос. Здравствуйте, я представитель участковой избирательной комиссии 292. Меня зовут Зулихан. Я хочу рассказать вам о выборах и уточнить данные по списку избирателей. Уделите, пожалуйста, 5 минут для ответа. В селении Агишты члены избирательной комиссии проводят подомовой опрос жителей. Он пройдет в два этапа – с 8 по 19 августа первый и с 27 августа по 4 сентября второй. Сотрудникам предстоит проинформировать и зафиксировать около 1000 избирателей. Члены избирательной комиссии совершают обход каждого дома с целью проинформировать жителей о предстоящих выборах. С помощью мобильного устройства задают ряд вопросов. К примеру, знаете ли вы, где находится ваш избирательный участок? Каким способом вы будете голосовать? Примете ли участие в выборах и другие? Все, чтобы донести до избирателей полную информацию о способах волеизлияния. У членов избиркома на мобильных телефонах установлена специальная программа, где они записывают итоги обхода, персональные данные и ответы граждан. По словам самих жителей, это очень удобно. Голосовать должны пойти все граждане Российской Федерации, потому что это наш долг. Малика Мунашева всегда принимает участие в выборах, считает это своим гражданским долгом. Ведь от этого зависит будущее ее детей. Все ее близкие и родственники также ответственно относятся к голосованию и с 18 лет принимают участие. Мы всегда голосовали, всей семьей пошли, и бабушка, и свекр, и голосовали. Это для народа надо, это для нас, для наших детей, для внуков, на всех надо. Еще раз пойдем голосовать. Помимо этого, подомовой опрос жителей помогает донести полную информацию до избирателей о способах волеизъявления. К примеру, это возможность проголосовать на дому по состоянию здоровья, по месту нахождения или дистанционно, через госуслуги. Для этого нужно зафиксировать свои данные и выбрать того, за кого хочешь проголосовать. В селении Агишты 16 кандидатур в местное законодательное собрание. ЦИК предоставил 10 мандатов на должность депутатов. Ну и, конечно же, это традиционные избирательные участки. В единый день голосования все совершеннолетние граждане селения Агишты смогут прийти на свой избирательный участок и выразить свое волеизъявление, проголосовать на выборах. Наталья Депутатова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика.
Грозный вошел в топ-10 городов-лидеров по строительству жилья. Столица Чеченской Республики продемонстрировала свой рекордный показатель, заняв 5-е место. На одного жителя в городе введено около 1,5 квадратных метров жилья. Растущие темпы развития строительной отрасли и, как следствие, ввода жилья – показатель высокого спроса. Для сравнения напомним, что в 2003 году ООН признал Грозный самым разрушенным городом со времен Второй мировой войны. За такой короткий срок он стал одним из лидеров страны по уровню жизни и туристическому потенциалу. Все это стало возможным благодаря политическому курсу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Курчелой за короткий срок обрел новый облик. Ремонт улиц, установка скамеек и урн, а также строительство школы станут еще одним шагом к улучшению городской среды. О сроках завершения работ расскажет Медина Мударова. Строительство учебного заведения на 720 мест идет согласно плану. Сейчас специалисты заняты внутренней и внешней отделкой здания. Осталась укладка плитки, проведение электричества, вентиляции, газопровода и водопровода. Будем стараться выполнить в срок. Не в больших количествах отделка, плитка, там, благоустройство, брусчатка, мелкие работы. Средняя школа номер 2 села Майртуб Курчелоевского района. Работы здесь начались в 2022 году. Всего 4 блока – учебный, административный, столовая и спортзал. Главное здание будет состоять из 3 этажей, остальные – из 2. На объекте трудятся рабочие, задействована специальная техника. Все делается, чтобы создать комфортные условия для школьников. Уже в скором времени по этому коридору будут бегать школьники, спеша на свои уроки. Ну а пока работы только идут, их планируется завершить к концу этого года. В самом Курчелое тоже вовсю идут стройки. Завершается реконструкция проспекта имени Ахмата Хаджи Кадырова. Остались лишь небольшие штрихи. Его протяженность 366 метров. Есть и велодорожка 50 метров. В текущем году в городе Курчелой дважды становился победителем Всероссийского ежегодного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимым Минстроем Российской Федерации. Таким образом, город выиграл 2 гранта на общую сумму 180 миллионов рублей для строительства парка птиц и благоустройства Центрального парка. На сегодняшний день основные работы практически завершены. На данный момент рабочие подготавливают почву для озеленения. Планируется посадить 200 деревьев – платон, березу, липу и клен 3 видов. Уже установлено 60 скамеек, 45 урн, есть основания для детских площадок, ждут только инвентарь. К слову, качели там будут с неоновой подсветкой, теневые навесы, освещение, автополив. С прежним парком, который был на этом же месте, нет ничего общего. Новый, более уютный и современный. Все работы планируется завершить до конца года. Курчеловский район расцвел за короткий срок. Каждый день здесь идут стройки и реконструкция объектов. И это только начало. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. 5 октября в Кремле пройдет 3-й Всероссийский форум классных руководителей. Он организован Министерством просвещения и науки России. Преподаватели из Чеченской Республики также примут участие в форуме. Подробнее в сюжете Адама Магомедова. Более 50 преподавателей и кураторов групп учреждений среднего профессионального образования Чеченской Республики приглашены на 3-й Всероссийский форум классных руководителей, который пройдет в Москве. Среди них 4 сотрудника лицея «Квант», функционирующего на базе республиканского комплекса общего и дополнительного образования. Благодаря своим преподавательским навыкам и интересной подаче они прошли в финал. Мы предлагали различные методы, которые мы используем в нашем лицее. Это внедрение живых уроков, где дети показывают теорию на реальных практиках, так как дети бывают очень заинтересованы. За звание лучших на форуме боролось около 80 тысяч человек из 85 регионов страны. Формат мероприятия объединяет классных руководителей всей России в единое сообщество. И пройдет оно в 2 смены. 3 по 5 октября будут встречаться классные руководители начальной школы, коррекционных школ и кураторы учреждений СПО. А с 5 по 7 октября классные руководители основной и средней школы. В финал прошло 3000 участников. Отбор состоял из 3 этапов: онлайн-тестирования по основам педагогики, внеурочному занятию, разговору о важном, решение задач по тематике классного руководства и представление визитки «Моя педагогическая инициатива».
Грамотные специалисты региона, которые выигрывают всероссийские награды и получают заслуженное признание от коллег и студентов, разделяющих их радость, являются примером успешного и качественного образования в Чеченской Республике, а их достижения – подтверждением эффективности системы. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Сайдалием Пукаев. Вести, Чеченская Республика. Темпы строительства 2 социальных объектов проверил заместитель министра труда и социальной защиты России Магомед Абдулхалимов. Чиновнику продемонстрировали работу по возведению пансионата для ветеранов войны и труда. Учреждение будет рассчитано на 230 мест. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Пансионат предназначен для социального обслуживания ветеранов войны и труда. После они посетили республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями имени Тарамова. Здесь в рамках государственной программы по развитию СКФО идет строительство лечебно-жилого корпуса на 96 койко-мест и лечебно-производственных мастерских площадью около 6500 квадратных метров. 40-градусная жара представляет опасность как для людей, так и для природы. Патрулированием лесов занимаются сотрудники МЧС. А о том, как защититься жителям, расскажем в следующем материале. Слово Мадине Кураевой. Это метеорологическая станция Грозный. Здесь определяется температура и составляется прогноз. Лето в республике традиционно выдалось знойным. С начала августа по всему Северному Кавказу навис антициклон, который принес нам аномальную жару. Вчера у нас была температура максимальная 39,7. Минимально до 37, вот эти 2 градуса из-за низменности городской черты, там у нас бывает теплее. До 42 градусов у нас такой прогноз имеется. Выход на воздух при такой температуре чреват повышением давления и другими не самыми приятными последствиями. К тепловому удару больше всего подвержены дети и лица пожилого возраста. Если пациент, например, у него есть сердечно-сосудистые заболевания, в это время как раз учащаются в периоды аномальной жары вот эти приступы сердечные, инсульты. Это все факторы риска дополнительные. Поэтому обязательно пациент должен принимать свои препараты. Обычной воды мы должны принимать минеральную воду, так как она обогащена именно вот этими микроэлементами. Обильное питье. Если в обычный день у нас 30 мл на килограмм веса норма, то во время аномальной жары можно увеличить и до 50, и до 60 мл на килограмм. Люди спасаются от сильной жары различными способами. Носят зонтики, используют кондиционеры, вентиляторы, в помощи холодные напитки. Посещают водные объекты, однако это не лучшая идея, так как велик риск подхватить солнечный удар. В период достаточно жаркой погоды рекомендуемая температура воды 17-19 градусов, температура воздуха 20-25 градусов. На данный период у нас установилась жаркая аномальная погода, в соответствии с чем МЧС России не рекомендует посещать водные объекты в обеденное время. Желательно посещение водных объектов до 10, максимум до 11 и после обеденного времени, после 17 часов. Могут быть получены ожоги лица, тела, головокружение, рвота. Особенно это касается лиц, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Страдают от такой знойной погоды не только люди, но и природа. Регулярно сотрудники МЧС патрулируют лесные территории республики. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор. Решением постановления правительства региона с 10 августа будет введен особый противопожарный режим. На территориях частных домовладений запрещается использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Также сжигать мусор, листву и траву. За выжигание сухой травянистой растительности в период пожароопасного периода размеры увеличиваются двукратно. Благодаря проводимой работе на сегодняшний день наблюдается снижение пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение это составляет 5% от прошлого года. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится до конца этой недели. Не исключены и новые рекорды повышения температуры. Самый пик жары наблюдается с 11 утра до 6 часов вечера. В это время лучше находиться в помещении, где можно создать более комфортные условия. Важно следовать мерам предосторожности и рекомендациям специалистов. Мадина Кураева, Резван Насипов, Вести, Чеченская Республика.
период установившейся жары нагрузка на объекты электросетевого хозяйства выросла в разы, так как объекты работают в режиме перегруза во избежание технологических нарушений и продолжительных перерывов в подаче электроэнергии. Энергетики Чеченэнерго призывают всех потребителей в дни аномальной жары максимально экономно расходовать электроэнергию. Начиная с сегодняшнего дня наблюдается аномальный температурный режим. Температура поднялась выше 40 градусов. Оперативно-ремонтный персонал приведен в повышенную готовность, спецтехника готова. Есть угроза выхода из строя оборудования, потому что с высокими температурами оборудование начинает греться. Произошел рост нагрузок на питающих подстанциях, в частности, по основному оборудованию. В связи с этим просьба к нашим жителям ограничиться максимально приборами, не включать без необходимости. Просьба отнестись с пониманием. Ребята из Чеченской Республики проводят свои каникулы в летних лагерях «Горный Биной». Один из них — спорт, творчество и просто приятное времяпровождение в компании сверстников в течение целой смены. Подробнее расскажет Медина Мударова. Почти в яблочко. Спокойствие и ровное дыхание. Соблюдая эти правила, есть шанс попасть в цель. Стрельба из лука – новый вид спорта в детском лагере «Горный Биной». Появился только в этом году. С первых дней он вызывает у ребят неподдельный интерес. Магомед Джантуев, инструктор с 9-летним стажем в этой сфере, с радостью передает мастерство подрастающему поколению. Главное в своей работе – следить за соблюдением безопасности, считает он. К слову, это не единственный вид спорта в лагере. Учитывая размер территории, здесь найдется множество занятий. Площадь 5128 гектаров. Учреждение расположено в живописном месте. Нажиюртовский район, селение Пачу. Конечно же, больше времени хочется проводить на свежем воздухе. Для этого все предусмотрено. Тренировки по национальным видам спорта, поля для футбола и волейбола, спортивные площадки и 2 открытых бассейна. Настоящий райский уголок для детишек. Мне здесь нравятся бассейны, кружки, еще нравятся всякие квесты. Мне нравятся мероприятия, которые происходят почти каждый день в амфитеатре. Еще я здесь нашла много разных друзей, и обычно мы с ними выходим на улицу, играем в мячик. Уже 3-й раз. Мне нравится отдыхать летом именно в лагере. Мне нравятся кружки по футболу, волейболу, по плаванию. Горный Биной, Чохаздом, Хазвиддом, Лямна, что амфитеатре, Адукус участвовать, Совод, что Тхатре, Адук, Амучавед, так. А вожатый еще Чоу, Дикму. К слову о вожатых, ребята в них и души не чают. Они стараются подстраиваться под сформировавшийся у них коллектив, учитываются возрастные особенности, характер и темпераменты группы. Со всем этим они справляются. Я вожата 11-го отряда, у меня в отряде 38 детей. Я приехала работать еще в прошлом году. Мне это так сильно понравилось, что я решила приехать и в этом году, прям от начала сезона, прям до конца. И что мне тут нравится? Мне нравится, что тут богатая природа. Мы в лесу, это здесь очень красивые, невероятные места. Мне нравится коллектив, он прям самый крутой, который можно только представить себе. И, конечно же, мне нравятся дети. Я знаю многих детей еще с прошлого года, они приезжают к нам. Это каникулы не только для детей, но и взрослых. Горный Биной спокойно может заменить отдых в санатории. Самочувствие улучшается сразу же. Хава Ибрагимова, сопровождающая, приезжает сюда уже 4-й год подряд. Делится, что это именно то место, где можно по-настоящему слиться с природой. Я сюда каждый год приезжаю. Даже не то, что вот путевка, мне и приглашают, чтобы я с детьми это самое приезжала. Значит, детям тоже хочется природа, все, здесь красота. Я поэтому сама, больше, чем дети, я сама рвусь сюда. Мне очень нравится здесь. На территории также расположены 10 спальных корпусов со всеми удобствами, столовая с 5-разовым питанием, а также место, где можно повеселиться. Амфитеатр на 500 мест – это самое интересное место в лагере. Именно здесь и проходит весь вечерний досуг. Это концерты, сценки и живая музыка.
За летний период лагерь принимает до 3500 ребят. Всего здесь 12 отрядов и 7 смен. На данный момент идет 5-я, заключительная будет в конце августа. Лагерь про раньше и сейчас, то есть, естественно, конечно же, мы растем. У нас очень много интересного. И когда мы принимаем детей, когда дети говорят, вы знаете, мы приезжали к вам неоднократно, у нас было уже по 2-му, по 3-му, по 4-му заезду, нам бывает очень приятно. Детский лагерь начал функционировать с 2018 года. С тех пор он осчастливил не один десяток ребят. Чистый воздух, великолепная природа и широкие возможности для отдыха и учебы позволят детям отлично провести время и набраться сил перед предстоящим учебным годом. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Сразу после вестей смотрите новый выпуск интеллектуально-познавательной телеигры «Эрудит». В креслах игроков директор межрегионального клуба «Интеллектуальный Кавказ» Сайдмагомед Музаев и учитель истории и обществознания лингвистической школы имени Дашириева Иса Исиев. Они попытаются ответить на 10 вопросов, касающихся обычаев, традиций, литературы, истории и культуры чеченцев. Вы можете вместе с нашими участниками проверить свои знания, не пропустите. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».